Узбекские власти рассказали, что в эпоху Ислама Каримова узбекские СМИ являлись машиной для пропаганды политики режима, а также работали для установления культа его личности. Об этом заявил председатель попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Камил Аламджонов на международной онлайн-конференции 28 сентября, приуроченной к Международному дню всеобщего доступа к информации. 2016-yilga qadar O'zbekiston matbuoti koma holatiga tushib qolgan edi. O'lib o'lmagan, yashab ketmagan. Televideniyada faqat bachkana maqtovlar, gazetalarda esa faqat jannatdan xabarlar yoritilar edi. Bu kulgulidir hozir, lekin afsuski holat aynan shunday bo'lgan. Davlat aholiga kerakli ma'lumotni emas, balki o'zi to'g'ri deb bilgan ma'lumotlarni uzatish bilan shug'ullangan. Butun matbuot faqat bitta insonga, u ham bo'lsa, o'sha paytdagi davlat rahbarining ko'ngli uchun xizmat qilgan. По словам Аламджонова, во времена Каримова узбекская пресса мало освещала заботы и проблемы людей. Жалобы журналистов публиковались анонимно в социальных сетях. Также Аламджонов отметил, что за последние 4 года пресса в стране значительно либерализовалась, и журналисты получили возможность освещать реальные события в стране. Примечательно, что нынешний президент Мирзияев во времена Каримова был одним из главных функционеров режима и занимал должность премьер-министра. Эксперты отмечают, что очернение политики предшественников является отличительной чертой авторитарных режимов Центральной Азии. Так, в январе этого года Мирзияев, выступая перед новыми депутатами Законодательной палаты, уже заявлял, что период президентства Ислама Каримова можно назвать временами страха. «Мы жили во времена страха», заявил тогда он. Bilan suhbat bo'lgan ekan, uyini suv bosgan odam bilan suhbat bo'lgan ekan. Bizning prezident oldiga olib chiqishmadi debdi-ku. O'qidingizmi? Напомним, что в мае текущего года 2 спортивных журналиста лишились работы на государственном телеканале после того, как раскритиковали освещение последствий разрушительного наводнения в начале мая. Работы лишились редактор телеканала «Спорт» Бабур Акмалов и генеральный директор Жамулиддин Бабажонов.